Вы смотрите новости. В студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Долгожданный каток вот-вот откроется. Строительство крытого катка льдом в микрорайоне Звездный завершается. Знамя Победы на родине героя. Эстафета «Вместе к победе» достигла батараинского наслега. От робототехники до древних языков в Якутске стартовала грандиозная конференция «Шаг в будущее». Подробности далее. От Рождества до Крещения – время чудес, гаданий и древних традиций. Как в Нерюнгри встретили таинственные святки. Сибирь, встречай зарю. Футбольный клуб из Якутска готовится к выездным матчам. Смотрите далее, как команда готовилась к поездке. Президент России Владимир Путин проведет первое в 2025 году совещание с членами правительства, посвященное запуску 19 новых национальных проектов. Вице-премьер Александр Новак предоставит доклад о реализации проектов, охватывающих практически все сферы жизни. От экономики до экологии. На реализацию у нас проектов до 2030 года будет выделено более 40 триллионов рублей из федерального бюджета. Особое внимание будет уделяться поддержке семей и повышению рождаемости. Нацпроект «Семья», на который предусмотрено 17 триллионов рублей, включает различные меры поддержки родителей с детьми. Также продолжится реализация программ «Материнский капитал» и «Семейная ипотека». В правительстве России утвердили генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Об этом 9 января сообщается на сайте Кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ позволит реализовать задачи энергетической стратегии страны. Его главными целями являются формирование рациональной структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, обеспечение надежности работы системы и предотвращение прогнозируемых дефицитов энергии. Мошенники используют две основные схемы для получения доступа к аккаунтам граждан на портале госуслуги, предупреждает МВД. В первом случае злоумышленники, представляясь сотрудниками операторов связи, выманивают коды из СМС, необходимые для входа в личный кабинет. Затем они меняют пароль и оставляют свой номер телефона. Под предлогом предотвращения оформления кредитов на имя жертвы мошенники убеждают перевести деньги на безопасный счет. Вторая схема связана с перепродажей номеров телефонов. Злоумышленники восстанавливают доступ к аккаунту на госуслугах через СМС, используя купленный номер, ранее привязанный к чужому профилю. С помощью доступа к аккаунтам мошенники оформляют кредиты, микрозаймы, получают доступ к личным данным и генерируют электронные подписи через приложение «Госключ». С начала года в республике зарегистрировано 36 техногенных пожаров, из которых свыше 20 произошли в жилом секторе. Благодаря оперативным действиям пожарных эвакуировано и спасено порядком 10 человек. Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем и нарушение требований безопасности при эксплуатации электроприборов, из которых свыше 20 произошли в жилом секторе. Благодаря оперативным действиям пожарных эвакуировано и спасено порядком 10 человек. К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибло 2 человека, травмированных нет. Основной причиной возникновения пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем и нарушение требований безопасности при эксплуатации электроприборов. Сотрудники МЧС России регулярно проводят рейдовые мероприятия. Их проведено с начала года около 300 и свыше 17 тысяч человек проинструктировано. С начала 2025 года в Якутии проиндексированы взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Минимальный размер взноса увеличился на 10% в связи с ростом стоимости строительных материалов и удорожанием ремонтных работ, пояснили в Фонде капитального ремонта республики. Суммы взносов за январь собственники увидят в платежках до 10 февраля. Напомним, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обязательна для всех собственников жилых и нежилых помещений и производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
Вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников совершил очередной объезд по строящимся объектам столицы региона. Еще в декабре прошлого года зампред высказывал недовольство ходом работ на местах. О том, учли ли строители его замечания, расскажет Саргалана Неустроева. Еще в декабре прошлого года в ходе очередного объезда Дмитрия Садовникова представители выкупившей домостроительный комбинат компании сообщали, что в январе 2025 года на рынок поступит первая партия однослойной панели. Тогда казалось, что реконструкция завода подходит к концу, но тут вмешалась якутская зима. От срока отстаем, так как у нас система отопления была не готова. Но сейчас мы запустили, завод начинает прогреваться. Подрядная организация, которая по поставке оборудования, у них одно из требований было, то, что температура должна быть плюсовая, не менее 10 градусов тепла. Вот сейчас у нас потихоньку температура поднимается и монтаж увеличивается. Таким образом, первая партия продукции завода будет выпущена примерно через 45 дней. А вот строители дополнительного здания Саха-политехнического лицея как будто наоборот наверстали упущенное. К концу прошлого года на объекте были проблемы с подводом коммуникаций. Строительство отставало от графика. К настоящему моменту вопрос решили и, по крайней мере, не увеличили сроки ввода объекта. Стройготовность уже близко к окончанию. Где-то процентов 95 будет. Строители у меня 120 человек здесь работает на этом объекте. И до конца месяца планируем сдать объект полностью. Отставание имеется и на стройке адаптивного образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, готовность для ввода первого блока здания на сегодня достигла лишь 72%. В работе задействованы 175 специалистов и 10 единиц техники. Как информирует подрядная организация, работники прибывают, но после новогодних выходных. В первом блоке работы не останавливались в новогодние выходные, отделочные работы проводятся. И в конце первого квартала также адаптивный образовательный комплекс планируется завершить это по первому этапу. Не ошибусь, если скажу, что строительство катка в микрорайоне Звездный находится на финишной прямой. Ввод долгожданного объекта запланирован на 22 января, однако представители подрядной организации уверяют, можно и еще быстрее. Словом, больших нареканий к этому объекту нет. И, кстати, ледовое покрытие этого катка визуально кажется намного больше, чем в небезызвестном Элей-Ботуре. Вот уж где строители действительно отработали ударными темпами. Ведь напомню, что еще в ноябре прошлого года готовность объекта составляла лишь 25%. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии объявило о старте конкурсного отбора проектов благоустройства дворов в рамках программы благоустройства дальневосточных дворов на 2025 год. Прием заявок пройдет с 9 по 29 января. Как сообщила главный архитектор Якутии Любовь Попок, в следующем году республика рассчитывает получить на эти цели 111 миллионов рублей. Напомним, программа благоустройства дальневосточных дворов действует в регионе с 2022 года. За это время в Якутии благоустроено более 200 дворов и мини-парков. С 1 января 2025 года в России началась продажа полисов долевого страхования жизни, сочетающих классическое страхование жизни с инвестированием в паевые инвестиционные фонды. Новый продукт регулируется законом, принятым в конце 2023 года и порядком реализации, установленным Центробанком. Страховщики обязаны предоставлять клиентам полную информацию об условиях и рисках, указывая в полисе доли средства, направленные на страхование и инвестирование. На следующий день после покупки страховщик должен напомнить клиенту о праве отказаться от полиса в течение периода охлаждения с полным возвратом средств в течение 4 дней. Итоги прошедшего года подвели в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков СОВЗ. С начала работы Центра социально-психологическую реабилитацию прошли 379 человек. Помощь предоставляют как детям, так и родителям, а также родственникам участников спецоперации. Специалистами центра проводится комплексная диагностика, и для каждого ребенка составляется индивидуальный маршрут реабилитации. Для родителей предоставляется психологическая поддержка.
Часто задают вопросы, как к нам прийти на реабилитацию. К нам направляются по направлениям управления социальной защиты по месту жительства. Туда надо обратиться, а потом по квоте к нам отправляют по направлению. И мы всегда рады. И кроме названной реабилитации проводится очень много социокультурных мероприятий. Прошлый год был богат на события. Прошли дети Азии. Мы очень благодарны. Нам предоставили более 300 билетов. И, конечно, год заканчивается для всех детей с елкой. Их мы проводили по возрасту где-то штук 8. Мирнинский дом-интернат – это не просто место проживания, а настоящий центр активной жизни для пожилых людей и инвалидов. Здесь каждый день наполнен интересными занятиями и заботой. Как пенсионеры проводят свое время, смотрите в следующем материале. Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов был открыт в 2006 году на 50 мест. Это первый и единственный на сегодняшний день дом-интернат в Мирнинском районе. Жители у нас в основном, конечно, с Мирнинского района. Дом-интернат все-таки закрывает потребность Мирнинского района. Но есть люди с Якутска, есть с Татинского улуса, есть с Мегино-Кангаласского. То есть со всей республики. Проблемы есть, да, действительно, всегда. Такие самые глобальные проблемы – это у нас был ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт отмостки территории. Но мы включены в план развития Мирнинского района по указу нашего Илдархана. И на сегодняшний момент одна проблема у нас решена. Ремонт кровли мы в этом году сделали. На сегодняшний момент очень хочется, чтобы у нас организовались вертикальные подъемники для того, чтобы разгрузить первый этаж, и чтобы жители первого этажа могли участвовать в жизни и второго этажа у нас, потому что самостоятельно они туда подняться не могут. И там есть большой спортивный зал, бильярдная, теннисный стол, то есть дополнительно, чтобы разгрузить и первый этаж и занять проживающих. На 2 этажах расположены 16 двухкомнатных блоков, в каждом из которых своя ванная и туалет. На первом этаже находится пищеблок с 2 обеденными залами, где постояльцев обеспечивают 5-разовым питанием. Проживание очень хорошее. Директор у нас хороший. Я бы, например, сказал, у нас не директор, как можно заменить хозяйку нашего дома. Да. Ремонт, комната отличная. В общем, можно 5 баллов дать. Для маломобильных жителей имеется все необходимое. В комнатах отдыха проживающие проводят свободное время, решают различные вопросы на общих собраниях, выступают с концертными номерами. А пенсионер Валерий Кудирко свое свободное время уделяет помощи бойцам специальной военной операции. Это я делаю детали для разгрузочника, для военнослужащих наших, которые воюют в СВО. Заготовки делаю, а в комитете их обшивают. Нужно помогать. Это вообще должно быть для каждого гражданина. Кто чем может, должен помогать. Многие, когда слышат о домах престарелых, представляют себе унылое учреждение, где пенсионеры проводят дни в одиночестве и изоляции. А единственным их развлечением является просмотр телевизора в общей гостиной. Но Мирнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов полностью разбивает этот стереотип. Каждый его житель окружен заботой и вниманием, а времени скучать у них просто нет. Анна Васильева, Мирный. Эстафета «Знамя Победы» под девизом «Вместе к победе» продолжает свой путь по Якутии. 28 декабря глава республики Айсен Николаев передал знамя главе Мегино-Кангаласского улуса Дмитрию Тихонову. Сегодня эстафету принял Батараинский наслег, родина героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. В торжественной церемонии приняли участие главы наслегов и жители. Знамя пройдет по 5 наслегам Мегино-Кангаласского улуса, охватив более 30 населенных пунктов района. Эстафета охватит всю республику и вернется в Якутск к 80-летию победы к Великой Отечественной войне. Знамя Победы символизирует для нашего народа победу в Великой Отечественной войне. В этом году мы празднуем 80-летие этого события. И мы
жители нашего района очень рады и горды тем, что мы первые стартуем в этой республиканской эстафете. Выход на работу без последствий для организма. Новогодние праздники закончились, а значит, настала пора вернуться на работу и учебу. Для человеческого организма резкий выход с каникул может быть не только тяжелым, но и обернуться серьезными последствиями для здоровья. Как легче вернуться в привычную среду, узнавала Вероника Таюрская. Новогодние праздники – это время веселья, бодрствования, а также вредной еды. Как же вернуться к привычному ритму после праздников? Вот несколько советов. Так, первый и главный совет, о котором говорят психотерапевты, это готовить себя заранее. Так, необходимо поберечь силы, а ответственные дела отложить на потом. Нужно себя мотивировать. Так можно начать планировать отпуск или даже ближайшие выходные. Специалисты советуют пить больше воды, чтобы избавиться от токсинов, накопившихся за новогодние каникулы. Кроме того, с первого рабочего дня можно начать реализовывать планы на год. Не стоит ругать себя за нежелание работать. Вернуться в повседневную среду помогут и 2 рабочих дня, которые пролетят незаметно. Здесь можно предложить, например, восстановить режим сна и заняться этим не сразу же после выхода на работу, а за 2-3 дня до выхода. То есть постепенно восстанавливать прежний режим. Это может касаться и с режимом питания, и с режимом физических нагрузок, да, то есть восстанавливать прежний режим дня, так скажем. Это нормально, что во время новогодних праздников наш мозг привыкает быть в расслабленном состоянии. И вообще выход потом на работу после длительного отдыха – это достаточно сложный процесс, и он сопровождается стрессом для организма, и это нормально. Детям так же, как и взрослым, сложно вернуться к повседневной жизни после новогодних праздников. К советам, которые специалисты дают взрослому населению, можно добавить следующие рекомендации. Во-первых, необходимо создать настроение для ребенка, чтобы он с удовольствием пошел на учебу. Так можно сказать, что в выходные вы вместе с ребенком выйдете погулять. Второе. Необходимо заранее готовить ребенка к тому, что ему необходимо выйти на учебу. Ну и, пожалуй, третье и самое главное, сделайте для ребенка это некой игрой, чтобы ребенок легче адаптировался к повседневной жизни после новогодних праздников. Как отмечают специалисты, короткая 2-дневная рабочая неделя поможет организму быстрее войти в привычный режим и минимизирует последствия для него. Вероника Таюрская, Айлита Махно, Якутск. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» вновь собрала в Якутске молодых исследователей со всех уголков республики. За 29 лет проведения конференция стала стартовой площадкой для выведения проектов школьников региона на всероссийский уровень. Подробнее расскажет моя коллега Даяна Федорова. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» ежегодно собирает самых талантливых юных исследователей со всех уголков нашей республики. В этом году заявлено участие более 1600 участников по различным сферам, в том числе от филологических до технических наук. Также особенностью этого года является проведение конкурса «Юниор» для 5-7 классов. Юные исследователи представили свыше 1000 проектов. Кто-то изучает вечную мерзлоту, кто-то создает макет ядерного реактора. А Степан Горьявчев из Нерюнгринского района разработал 6-модульную зарядную станцию. Каждый модуль отвечает за подзарядку девайсов – от смарт-часов до колонки. Чтобы вся моя станция заработала, надо его подключить к розетке. И через вот такие магнитные коннектора передается питание уже к другим модулям. Сама конструкция ювелирная, так как она работает через магнитные коннекторы. Благодаря ему при использовании станции это должно быть еще и удобно. Это сделано для того, чтобы можно было более проще перевозить данный модуль. В дальнейшем я планирую уменьшить всю конструкцию, то есть я вынесу блок питания из основного модуля. Он будет выносным. Из-за этого вся конструкция уменьшится в 1,5 раза. Шаг в будущее помогает раскрывать таланты школьников и развивать перспективные проекты. В этом году участники представляют свои работы в 44 секциях не только научной направленности, но и в сфере дизайна. Это рапорте для девичьей комнатки, чтобы было очень красиво. Мы делали из 2 сторон, чтобы было красиво. Сукно габардин – это нахою. У нас есть 50 штук, колокольчиков тоже 50 штук. У нас там есть сетик-бэм из черно-белого конского волоса. В эпоху технологического прогресса важно не только адаптироваться к изменениям, но и активно формировать будущее. Именно так считают эксперты конференции. Юных исследователей оценивают свыше 300 специалистов из разных областей науки.
Мы как эксперты можем увидеть, что школьники изучают, и если нужно, где-то направить в нужное русло, где-то что-то посоветовать. Каждый год видно развитие. То есть есть школьники, которые уже не первый, не второй год участвуют в конференции. Очень актуально было, например, 3D-печать. Сейчас это трансформировалось в 3D-прототипирование. Конференция является платформой не только для обмена знаниями, но и вдохновения для всех, кто стремится сделать мир лучше с помощью науки и технологий. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Народный ансамбль «Росинка» отпраздновал свой 40-летний юбилей красочным концертом в Ленске. Зрители наслаждались многочасовым представлением, коллектив, в составе которого более 60 человек от 3 до 60 лет исполнял разнообразные танцы – народные, эстрадные, детские и фольклорные. «Росинка» успешно гастролировала в 5 странах – Чехии, Венгрии, Польше, Франции и Италии, завоевав множество наград. В ноябре ансамбль планирует участвовать в фестивале в Сочи. Кроме того, в честь юбилея руководителю «Росинки» Наталье Гавриловой вручили сертификаты на 300 тысяч рублей от районной администрации. Вы знаете, Наталья Викторовна – это настоящий пример преданности и любви к танцу. Я думаю, каждый из вас со мной согласится. Да ведь? Да. 40 лет любви. 40 лет любви. Я хочу еще раз поздравить вас и ваш коллектив, дальнейшего процветания, творческого развития, новых, классных, интересных, ярких постановок и номеров. Продолжайте дарить радость зрителям, радость нам и позитивные эмоции. С праздником! В православном календаре начались святки. Это многодневный праздник, который проходит в период между Рождеством и Крещением. Библиотеки города Нерюнгри отметили святочную неделю, вспомнили традиции и обычаи. Подробнее в следующем материале. Атмосферу святочного веселья дополняет новогодняя елка, колядки и хорошее настроение собравшихся на одном из древнейших праздников крестьянского календаря. На грехах ты не оставил, спасение нам принес. Сегодня в программе «Викторина» выставка литературы и обсуждение традиций и обычаев православного праздника. Сегодняшнее мероприятие посвящено, конечно же, народному празднику святкам. Замечательное гадание, песни, колядки, встреча гостей – это все традиции, обряды и часть духовной культуры русского народа. Мероприятие носило не только развлекательный, но и познавательный характер. Многие факты уже забыты. Но участники вспомнили историю и обменялись своим опытом празднования святок. Очень интересная была информация о святках. Были такие моменты и информация, которую мы не знали. Интересная викторина, но я посмотрела, вот наши участники сегодняшней встречи владеют информацией. Много нового узнали и молодые участники. Например, сколько блюд должно быть на праздничном столе или какое главное блюдо Рождества. Узнали много новых традиций, которые были во время святок. Как каледовали, как наряжались, для чего наряжались, какие были гадания. Очень интересная информация, я о ней не знала. Святки продлятся до следующего православного праздника – Крещения. Главная традиция святок – это чистые помыслы, помощь нуждающимся и добрые начинания. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Российская Федерация стрельбы из лука должна заплатить за участие каждого спортсмена в февральском чемпионате Европы в помещении по 700 швейцарских франков. Об этом сообщил президент Федерации Владимир Ешеев. Турнир пройдет в турецком Самсуне с 19 по 23 февраля. Россияне могут выставить по 3 участника в классическом и блочном луке. 3 мужчины и 3 женщины. Российские и белорусские лучники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Члены сборной России по стрельбе из лука отказались от участия в квалификационных турнирах на Олимпиаду в Париже из-за нежелания выступать без флага и гимна страны. Игроки футбольного клуба «Заря» готовятся к матчам второго круга регулярного первенства России среди команд высшей лиги. В эти выходные их ждут игры в Красноярске против дубля местного Норильского «Никеля» и Новокузнецкого «Сибтранзита». Уже завтра команды вылетают в Сибирь, и сегодня игроки провели последнюю домашнюю тренировку. На ней побывал мой коллега Александр Хавренко.
После продолжительного перерыва якутский клуб «Заря» вновь играет в высшей лиге. Первая игра 8-го тура состоится уже в субботу, 11 января. Соперники хорошо известны, с ними «Заря» встречалась на домашних матчах. Теперь готовится дать бой на выезде. Норильский никель мы обыграли в первом круге. Сейчас во втором круге играем у них дома в Красноярске. Будет тяжело, но наоборот, чем тяжелее, тем интереснее играть. Там при наших зрителях, когда был полный зал 50 лет Победы, мы обыграли их здесь дома у нас. А там сейчас, наверное, они захотят взять реванш, но мы будем отстаивать, что мы не слабее их. После новогодних каникул у команды практически не было времени на полноценные тренировки. В Якутске проходил чемпионат города, и каждый из игроков выступал за свою команду. Полноценную тренировку удалось провести лишь накануне отъезда. Главное, что коллектив собрался и настроился на игры. Коллектив у нас всегда был неплохой. Ссоры внутри команды, ничего такого нету. Сейчас как раз отдохнули после новогодних праздников. Все в боевом духе. Все готовы побеждать, выигрывать. Игры против Норильского никеля и Сибтранзита пройдут 11 и 12 января соответственно. А уже 19 января футболисты «Зари» в Удмуртии выйдут на паркет против клуба «Глазов». К этому часу это вся актуальная информация. Еще больше новостей вы найдете на нашем официальном сайте. Встретимся в дальнейших выпусках.